Шаляпинский фестиваль в Казани открылся фильмом оперы «Кармен». Солисты превратились в киногероев, а сцена – в съемочный павильон. Режиссер-постановщик спектакля Георгий Ковтун вновь всех удивил, продемонстрировав свой взгляд на современную оперу. По задумке режиссера, операторы, в действительности уличные актеры, снимают знаменитую оперу «Бизе». Камеры то и дело появляются во время спектакля, создавая иллюзию незаметной съемки происходящего. Вокалисты на операторов не обращают никакого внимания, у них и так забот немало. В опере «Кармен» артистам пришлось невероятно много двигаться. Танцевать Ковтун заставил всех, как хор, так и исполнителей главных партий. Перманентно какой-то нон-стоп все время двигается «Кармен». Если вы увидите, для нас, для вокалистов, озабоченных своим вокалом, это очень тяжело. Очень тяжело, это правда, потому что я после сцены, я выхожу после первого акта, все полностью мокрое, выкручиваю, выбрасываю, вторую майку одеваю, выбрасываю, третью, вот так у меня проходят репетиции. Одна из самых популярных в мире опер «Кармен» давно не появлялась в афише Татарского театра. Новая постановка классическая по сюжету, где Кармен погибает от рук своего ревнивого любовника Хозе. Московский художник-постановщик Анатолий Нежный создал потрясающие декорации, где виды Севильи перемежаются с атрибутами съемочного павильона. Не менее красивые и наряды героев оперы, созданные по эскизам Анны Нежной. Работа над платьями артистов в пошивочном цехе театра закипела еще с декабря прошлого года. Мы сначала, конечно, приходим в шок и говорим, как это сложно. Мы никогда не сделаем этот спектакль. Это же каждый спектакль мы так говорим. Ой, такого еще не было. И все равно мы все делаем и делаем. Мастерицы в пошивочном цехе Татарского театра работают по много лет. Здесь нет текучки кадров. Марина Верина отвечает за организацию труда. В цехе она работает почти 30 лет. Говорит, только спектакль «Щелкунчик» за это время перешивали 3 раза. Говорят, что первые аплодисменты открывается занавес. Это нам, портным. Потому что артист еще ничего не исполнил, а наши костюмы уже на сцене. Первые аплодисменты наши. Наталья Григорьева в театре почти с самого рождения. Здесь работают ее родители. С детства девочка засматривалась на балерин. Это была ее заветная мечта, которая сбылась частично. Сейчас она творит для них костюмы. Наряды «Кармен» покорили ее с первого взгляда. Когда смотришь со сцены, особенно когда выходят солисты в твоих костюмах, и на них сидят они очень замечательно, и им аплодируют, очень приятно, и даже есть какая-то гордость. Руками казанских портных было создано около 400 нарядов для премьерной оперы. Это километры ткани. Только для «Кармен» было шито 4 разных костюма. На оборке одного ее платья было потрачено 22 метра ткани. Наверное, завораживают костюмы. Когда приносят эскизы, когда смотришь на них и думаешь, а как же это все-таки сделать? Просто охота поковыряться, охота посмотреть, что же, из каких деталей можно что-то сделать, сотворить. Иногда не получается, иногда получается. У одной из главных исполнительниц партии «Кармен» Анжелины Швачки свой женский взгляд на наряды. Они показались ей прекрасными, но узковатыми, сшитыми, как на балерину. Эту проблему она решила самостоятельно. Я, с позволения Анны Нежной, я немножко так свой костюм доделала. Где-то распустила, где-то тут что-то прикрыла, где-то да. Но костюмы безумно красивые. Это да, это правда, я согласна. У Анжелины Швачки, которая, кстати, является матерью 2 детей, есть свой персональный рекорд. «Кармен» она исполнила 120 раз в 23 постановках самых разных стран мира. Говорит, «Кармен» живет в каждой женщине. Каждой певице, мне кажется, она, если глубоко покопается в себе где-то в душе, она находит любой образ, тем более такой образ, как «Кармен», потому что каждая женщина, она в душе «Кармен», это же всем известно. Современная версия «Кармен» с камерами, красивыми нарядами и почти сериальными страстями уже получила хорошие отклики как у театральных критиков, так и у публики. Теперь казанскую постановку предстоит оценить зарубежному зрителю.
В десятых числах февраля «Кармен» отправится на гастроли в Голландию. Шаляпинский фестиваль завершится 12 февраля, как всегда, грандиозными гала-концертами с участием звезд мировой оперы. Люция Камалова, Шамиль Халилулов, Татар-Информ.